Романс Юрия Смирнова – один из самых любимых творов Дениса Викторовича. Хлопчик увесь вольный час отдає репетициям. И вось вынік. Его выканаўчае майстэрства уже покорило жюри республиканских конкурсов. А пачаўся его творчий шлях 4 года тому. Я тогда нашел туда видео одно. Вижу, сидит дядя с гитарой. Думаю, мне тоже хочется ходить на какой-то инструмент. И тогда я сказал маме, чтобы она тоже меня на этот инструмент завела. Баранов, это он играет романс, мне он тоже нравится очень. Мне еще нравился тогда еще «Вечер Гути», это Игорь Шошин. Я вот когда был в Гомеле, то тогда я его там встретил. Александр Якуш – выпускник першей брестской музычной школы. Зараз он уже першакурснік музычного колледжа. Пачалося ўсё таксама з дзяцінства. Хлопец любіў бавіць час з цацачнымі інструментамі і ўжо тады для сябе вырашыў, якім павінен быць сапраўдны музыкант. Душой, чувством музыки. Просто исполнять музыку – это, зачем тогда музыкант? Мне нравится играть на гитаре. Это способ самовыражения, что ли. Как-то проявить себя, что-то показать людям. А вось Доминика Пронская свое сердце отдала клавишным инструментам. За плячыма ўдзел у шматлікіх конкурсах. Творчы ўзровень юной піяністкі ўжо другі раз азначаны на самым высокім узроўні. Дзяўчынка двойчы лаўрэат спецыяльнага фонду прэзідэнта па падтрымцы таленавітай моладзі. Кажа, для яе гэта асаблівая адказнасць. Мне больше нравится ехать на конкурсы, выступать, дарить радость людям. Не только самой себе, но и моим слушателям. Як выхоўваць маленькіх зорачак у першай школе добра ведаюць. Колькі лаўрэатаў шматлікіх конкурсаў выхавалі. За амаль 80-гадовую гісторыю не пералічыць. Я всегда призываю к тому, что всех детей надо учить музыке, потому что музыкантами не все могут стать. Но тот багаж, который они получают в музыкальной школе, в хореографической, в художественной, он, конечно, остается на всю жизнь. Но те, которые продолжат свое музыкальное образование, это, конечно же, талант, это, конечно же, работоспособность, это, конечно же, талант педагога и талант родителя. Вот когда все эти компоненты совпадают, тогда получается хороший результат. И герои сюжета прамое тому подтверждение. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».